Меня зовут Алина, и сегодня я буду вашей дежурной по городу. Пандемия стала нелегким испытанием для каждого из нас. Каждый человек думает о своем здоровье и о здоровье своих близких. Но остались проблемы, которые не менее важны. Например, бездомные животные. За это время они остались практически без внимания. Но судьба братьев наших меньших не безразлична этой группе активистов. Жители Душанбе решили собрать подписи под петицию в защиту животных. Речь о создании законного приюта для бездомных животных и о внесении поправок в законы об ужесточении наказания за жестокое обращение к бездомным животным. Нам не безразлична судьба животных, мы за них переживаем, у нас у самих дома животные есть. И также на улице мы помогаем, кормим всех животных, которых в состоянии накормить. За 2 дня активисты собрали около 200 подписей. Предложение уже отнесли председателю города Душанбе, а также депутатам, которые занимаются этими вопросами. Натан один из тех неравнодушных, кто собирал волонтеров для того, чтобы поехать в приют и помочь животным. Но все это было до коронавируса. В период пандемии все благотворительные волонтерские акции прекратились. Но Натан планирует сейчас возобновить их после окончания эпидемиологической ситуации. В основном я стараюсь помогать, чтобы люди помогали продуктами, а потом уже средствами. Но средства денежные, материальные тоже нужны, потому что оплата передержки, она идет деньгами. И вот группа инициативной молодежи, и не только молодежи, получается, где-то в среднем от 30 до 40 человек за один поход собиралась. Осуществлялась какая помощь? Помощь по уборке территории, по уборке вольеров за собаками. Каждый человек может выделить 1 день в месяц, и таких людей немало. После этой помощи хватает как раз-таки приблизительно на месяц, на 3 с лишним недели. После идет очередной сбор, и вот это вот как-то двигается и работает. Да, добрый день. Расскажите, пожалуйста, как вам тут живется? Хорошо? На окраине Душанбе активисты организовали передержку для бездомных животных. В основном здесь собаки. Их находят на улицах, приводят сюда, моют, дают еду и ухаживают. Все питомцы живут здесь в надежде на то, что кто-то их заберет к себе. На передержке сейчас около 40 собак. В разное время их количество меняется, но в целом их примерно 40. На данный момент они все разного возраста, от щенят, которые даже родились, некоторые здесь, некоторые были найдены на помойке. Некоторые собаки довольно взрослые и живут здесь уже не 1 месяц. Каждой собаке здесь дают свое имя. Улыбка, Бусинка, Борис, Голубоглазка, Пушинка. В выходные дни сюда приезжает помогать группа волонтеров. Они же собирают деньги на содержание приюта посредством соцсетей у друзей и знакомых. Несмотря на то, что эти питомцы давно без хозяев, они очень добрые и игривые. Однако есть и грустные примеры. Как издевались над этой собакой, остается только догадываться. Она осталась без лапы и до сих пор боится чужих людей. А вот там не нужно бояться их. Они все привиты и ухожены, и ждут своих хозяев. Если сердце большое, любви хватит каждому, и животному, и человеку. Просто животное не может попросить о помощи, поэтому больше нуждается в ней.